Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут, а таких не поют, если он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую с наступившим уже праздником, с Новым годом. А сейчас хочу еще и поприветствовать с замечательной датой, которая состоится 25 января. Мы будем отмечать традиционно день рождения нашего дорогого и любимого Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, об этом я чуть позже расскажу. Сегодняшний концерт посвящен, конечно же, творчеству Владимира Высоцкого. Для меня, как для бывшего теперь уже радиоведущего, онлайн-система не так и страшна, потому что мы общались всегда с невидимой аудиторией, но сегодня все равно в зале есть несколько человек, и мне очень приятно видеть их глаза. И ваши я чувствую, поэтому, наверное, начну с следующей песни. Песню, которую написал Высоцкий, она была посвящена... Вообще Высоцкий писал песни всегда от кого-то. И влазил в шкуру того, от кого он это делает. И вот одна из песен называется «Песня певца у микрофона», мне особенно запала в душу. Это описание состояния человека, который вышел на сцену, вот, допустим, как я сейчас, и что он испытывает в этот момент. Песня об этом. Песня певца у микрофона. Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал, как образам. Нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру, да голос мой любому опостылит. Ведь если я когда-нибудь совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро, и слепят с боков прожектора, и жара. На шее тонкой
этот микрофон своей змеиной головой вертит. Лишь только отвернусь, ужалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Остановись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. А я сегодня заклинатель змей. Я не пою, я кобру проклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Светят фонари в лицо недобро. И слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Прожорли фон, и с жадностью птенца он изо рта выхватывает звуки. Он влепит в лоб мне 9 грамм свинца. Рук не разжать, гитара вяжет руки. Опять не будет этому конца. Что есть мой микрофон, кто мне ответит? Сейчас он как лампада улица. Но я не свят, и микрофон не светит. Бьют лучи от рампы мне под ребра. Светят фонари в лицо недобро. И слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Мелодии мои попроще гам, но лишь сверну я с истинного тона, мне сразу больно хлещет по щекам. Невидимая тень от микрофона. Я весь в свету, доступен всем глазам. Чего мне ждать, затишья или бури? Я к микрофону встал, как к образам. Нет, нет, сегодня точно к амбразуре. Спасибо. Я слышу эти аплодисменты, вот, не знаю, каким-то особым, наверное, чутьем. Эти аплодисменты, конечно, Владимиру Высоцкому, который написал замечательные песни. Вот я сейчас вспоминаю одно из стихотворений Владимира Высоцкого, которое редко можно было услышать на сцене, но, тем не менее, это взгляд лично его на произведение, великое произведение Шекспира «Гамлет». Называется это стихотворение «Мой Гамлет». И вот его точку зрения на то, что происходит в нас, в каждом из нас, когда мы друг другу отвечаем на поставленный веками вопрос, вот в его интерпретации это звучит следующим образом. Итак, «Мой Гамлет». Я только малость расскажу в стихе, на все я не имею полномочий. Я был зачат, как нужно, во грехе, в поту и нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей. Я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу, и не бывал в накладе и уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы короне. Не думал я о том, что говорю, и с легкостью бросал слова на ветер. Мне верили и так, как говорю, все высоко поставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано царуй, клеймо на лбу мне рок с рождения выжег, и я пьянел среди чеканных сбруй, был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом, а тайный взгляд, который
зол и горек умел скрывать. Воспитанный шутом шут мертв теперь. Аминь, бедняга Йорик. Но отказался я от дележа, наград, добычи, славы, привилегий. Мне стало жаль вдруг мертвого пажа. Я объезжал зеленые побеги, я позабыл охотничий азарт, возненавидел и борзых, и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил. Загонщиков и ловчих я видел. Наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал глупее с каждым днем. Я прозевал домашние интриги, не нравился мне век, и люди в нем не нравились, и я зарылся в книги. Мой мозг до знаний жадный, как паук, во все вникал, в недвижность и движение, но толку нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями детства оборвалась нить, нить Ариадны оказалась схемой. Я бился над вопросом быть, не быть, как над неразрешимой дилеммой, но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелы мечем сито проса, отсеивая призрачный ответ. От вычурного этого вопроса зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов. Сомнения крались с тылу, груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу, в непрочный сплав. Меня спаяли дни. Едва застыв, он начал расползаться. Я пролил кровь, как все, и как они. От мести не посмел я отказаться. На мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тленья не приемлю, но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал на датскую корону, но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. Но гениальный всплеск похож на бред, в рождении смерть проглядывает косо, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса. Следующая песня спокойная. Ее когда-то блестяще исполняла Алла Борисовна Пугачева. Но я послушал, как это делает Владимир Семенович Высоцкий. И хочу воспроизвести, постараться именно эту версию, как он ее исполнял. По тонкому по льду я несла свою беду, обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась. А за острые края задержалась. И беда с того дня ищет по свету меня. Рядом с ней идут молва с кривотолками. А что я не умерла, знала полая петла, а еще перепела
с перепелками, а еще перепела с перепелками. Кто же из них сказал ему, господину моему: только выдали меня, проболтались, и от страсти сам не свой он отправился за мной, а беда с молвой за ним увязались, а за ним беда с молвой увязались. Он настиг, ее догнал, обнял, а руки поднял, а за ним беда в седле ухмылялась, ведь остаться он не мог, был всего один лишь срок, а беда на долгий срок задержалась, а беда на вечный срок задержалась. Следующая песня была написана кинофильму, который снял Говорухин. Называется она «Шторм». История песни такова, что режиссер попросил его исполнить спокойно, что не понравилось, конечно, Владимиру Высоцкому, тем не менее он так исполнил, но далее, уже выпустив свою версию, он спел так, как он ее хотел. Песня «Шторм». Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры сводят нас с ума. Из палубы выкорчевывая мачты, мы на приметы наложили вето. Мы чтим чутье компасов и носов. Упругие, тугие мышцы ветра натягивают кожу парусов. На чаше звездных подлинных весов седой Нептун судьбу решает нашу. И стая псов, голодных гончих псов, надсадновое гонит нас на чашу. Мы призрак флибустьерского корвета, качаемся в созвездии весов. И словно заострились струи ветра, распарывая кожу парусов. Нам кажется, по курсу тень другого корабля. Он шел и в штормы хода не снижая. Смотрите, вон болтается петля, на рее по повешенным скучая. С ним провидение поступило круто, лишь вечный штиль и сломан ход часов. Попутный ветер словно бес попутал, он не находит больше парусов. Нам кажется, мы слышим чей-то зов, таинственные четкие сигналы, не жажда слава, гонок и призов бросает нас на гребне и на скалы. Изведать то, чего не ведал сроду, глазами, ртом и кожей пить простор. Кто в океане видит только воду, тот на земле не замечает гор. Пой, ураган, нам злые песни в уши, под череп проникай и в мысли лезь. Лей звездный дождь, вселяя в наши души землей и морем вечную болезнь.
землей и морем вечную болезнь. Продолжаем наш онлайн-концерт. Хотелось бы исполнить вот сразу после вот такой вот напористой, динамичной песни, песню какую-нибудь лирическую. Собственно говоря, в репертуаре Высоцкого много песен о любви. Одна из них мне особенно по душе, да и не только мне, всем. Ее все знают, она на слуху. Называется, она так и называется, лирическая. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот? Пусть не будет на листьях росы поутру, пусть луна с ветром пасмурным ссоря. Все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терек с балкона на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно? Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Следующая песня, я обычно на своих концертах, посвященных Владимиру Семеновичу Высоцкому, исполняю и свои посвящения. Почему? Потому что, наверное, каждый автор-исполнитель, если он, конечно, этого сильно хочет и может, не мне судить, могу ли я, но тем не менее я пытаюсь писать посвящение Владимиру Высоцкому, потому что о нем я хочу рассказать так, как я его воспринимал, и в этом ничего такого нет, мне кажется, зазорного. Напротив, надо это делать. Почему? Это твое отношение к автору, к знаменитому актеру и певцу Владимиру Высоцкому. Песня называется «Столько лет прошло».
чьей-то легкой волшебной руки. Его голос нам как благовест, тембры, ноты и все маяки размножали на ленте тип 6. Лента сыпалась от повторений, и натужно ревел магнитофон. И как будто 17 мгновений столько лет пролетело с тех пор. Столько лет пролетело с тех пор. За живучесть страны, как в подлодке, власть задраила люки без слез. Ну а он все усиливал глоткой из отсеков затопленных сос. И спасал этот звук наши души. В этих душах, в этих звуках неистовал бес. Когда он, неудобный поющий, выгнул спину, из гвоздика слез. Выгнул спину, из гвоздика слез. Все не вечно, увы, в этом мире. Даже скалы съедают ветра. Наше тело над нами в эфире улетает по воле суда. Вот и он растворился в софитах, улетел далеко навсегда. Но остались на ближних орбитах его голос, слова и душа. Его голос, слова и душа. Снова время в миры незабытых забирает поэтов от нас. На крестах оставляя и плитах день рождения их, смерти час. Невозможно замена другими, но он с нами, он снова в строю. И звучит его голос поныне: я, конечно, вернусь. Я, конечно, вернусь. И спою. Следующая, хотя бы одна песня должна быть, наверное, в этом небольшом онлайн-концерте шуточная. Вот. Очень много бытовых, шуточных песен написал Владимир Семенович. Мне бы хотелось сейчас вспомнить одну из них, которая в свое время была настолько актуальная. Песня называется «Марафон». Очень трудно она выговаривается, но тем не менее надо ее исполнять. Сейчас попробуем это сделать. Я бегу, 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 топчусь по горевой дорожке. Мне есть нельзя, мне спать нельзя, мне пить нельзя ни крошки. А может, в тот момент, когда я бегу, я гулять хочу. Огуривать мошки. Так нет, бегу, 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 топчусь по горевой дорожке. А гвинеец Сэм-Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг говорили: Сэм, друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Друг гвинеец так и прет, все больше отставания. Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание. За ним я третье ищу, потом четвертое дыхание. Ну я на пятом, конечно, сокращу. С гвинейцем расстояние, ну тоже мне хороший друг, да? Обошел на целый круг, а еще вчера все вокруг говорили: Сэм, друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Гвоздь программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерится. Ну, я бы, конечно, посмотрел на него, если бы было минус 30. А тут попробуй догони его, осталось что? Да только материться. Нет, ну тоже мне хороший друг, да? Обошел на целый круг, а еще вчера все вокруг говорили: Сэм, друг, нужен такой друг. Забыл даже, как зовут его. Сэм Брук. Сэм наш, говорит, гвинейский брут. Традиционно песня либо начинается на концерте, либо завершается. Это, конечно, кони привередливые, знаковые,
Песня культовая, выстраданная Владимиром Высоцким. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю я коней своих нагайкой стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайтесь плеть. Ну что-то кони мне попались привередливые, не дожить, не успеть, не допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть напоследок, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не указчики вам кнут и плеть. Ну что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. Я коней напою, я куплет попою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами, и этот колокольчик весь зашелся от рыданий. И я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Ну что-то кони мне попались привередливые, и зажить не успел мне б хотя бы допеть. Я куплет пропою, я коней напою. Хоть немного еще постою
на краю. Дорогие друзья, вот на этой песне я завершаю небольшой онлайн-концерт. Это своеобразный анонс концерта, который состоится в мегазале Колизео в Тинькофф-холле. Он состоится традиционно 25 января. Приглашаю всех, дорогие друзья, буду очень рад видеть вас в зале, где мы будем петь и читать стихи Владимира Высоцкого вместе. Вот. Отдельное спасибо хочу сказать главному концертному залу Башкортостан, ГКЗ Башкортостан, за то, что дали возможность, предоставили эту сцену, поделиться с вами хоть какой-то частью творчества великого актера, певца и поэта. Всем удачи в этом наступившем году. Будьте здоровы, и пусть ваши мечты сбываются. Спасибо.